Правомерна ли корректировка за отопление? Куда жаловаться на бездействие управляющей компании? Как добиться перерасчета за некачественную услугу? На эти и другие вопросы в ходе прямой линии на телеканале Юрган ответила исполняющая обязанности руководителя службы Стройжилтехнадзора Коми Ольга Микушева. Проект реализуется по поручению главы республики совместно с Центром управления регионом. Такой формат прямого диалога власти с жителями уже показал свою эффективность. Ольга Коняева продолжит. В январе-феврале этого года жители некоторых муниципалитетов получили квитанции с корректировками за отопление. Сумма перерасчета от 10 до 24 тысяч рублей. По данным ЦУРа, в соцсетях зафиксировано порядка сотни подобных сигналов из Прилузского, Удырского, Сысольского, Сыктывдинского районов и Инты. Служба Стройжилтехнадзора продолжает проверки по всем домам, отмечает Ольга Микушева. Результаты доводят до жителей. Пока нарушений не выявлено. Корректировки – это явление законное. Такие перерасчеты проводят при наличии общедомового счетчика тепла при начислении оплаты в течение года равномерными платежами. Размер корректировки, он всегда будет зависеть от той разницы, которая возникает между фактической оплатой, фактически оплаченным теплом и фактически поступившим за тот год, за который производится корректировка. И зависит также от площади занимаемого помещения. Причем корректировки... Площади квартиры, да? Площади квартиры, да. Но ведь корректировка, она может быть не только положительная, она может быть и отрицательная, когда жителям предъявляется перерасчет со знаком минус. В этом году у нас где-то 15%, по 15% домов предъявлена отрицательная корректировка. Еще одна актуальная тема – расчистка дворовых территорий. С начала года в ЦУР поступило более 500 сигналов. И большинство из них уже после обращения в управляющие организации. Муниципалитеты в ручном режиме решают эти проблемы. На плохую работу недобросовестных управляек жалуются жители Сыктывкара. Стройжилтехнадзор постоянно выявляет нарушения в их работе, в том числе при подготовке к отопительному сезону в столице Коми. Были выявлены нарушения со стороны двух управляющих компаний. Данные управляющие компании не провели гидравлические испытания и промывку внутридомовых инженерных систем. Данные управляющие компании были привлечены к административной ответственности, а это нарушение у нас является грубым нарушением лицензионных требований. И в настоящее время рассматривается вопрос о лишении данных управляющих компаний лицензии. Есть районы, например, Усть-Цилимский, где управляющих компаний просто нет. Вопрос по ее созданию там решается. В Кайгородском одна и та не горит желанием обслуживать дома. Расторгнуть договор в одностороннем порядке управляющая компания может, если истекает срок контракта. Или в судебном порядке, если собственники не выполняют свои обязательства, то есть не оплачивают услуги. В таком случае на общем собрании жители должны выбрать другой способ управления. В Кайгородском районе одна управляющая компания ООО «Жилфонд» предлагает всем многоквартирным домам выбрать способ управления домом – непосредственное управление. Жители некоторых домов не согласны переходить с управления на непосредственное управление. Может ли в таком случае ООО «Жилфонд» расторгнуть договор с домами, и кто тогда будет управлять домами? Жители Усогорска пожаловались на некачественную воду из крана. В Удырском районе уже были зафиксированы подобные случаи, отвечает руководитель службы Стройжилтехнадзора. Тепловая компания тогда получила предписание провести жителям перерасчет, а сейчас работает над улучшением качества воды. Мы при осмотре, при проведении проверки визуально видим, что действительно вода не соответствует, хотя бы даже вот визуально мы определяем, что по цветности и мутности. Мы составляем акт и направляем данный акт в Роспотребнадзор. И Роспотребнадзор уже проводит свою проверку и привлекает данную организацию к административной ответственности и выдает предписание на устранение выявленных нарушений. Трансляцию прямой линии могут смотреть не только телезрители, но и пользователи соцсетей. За неполные сутки программу уже посмотрели 13 тысяч зрителей. В сообществах Юргана, ЦУРа и официальной группе Республики Коми жители задают волнующие вопросы и тут же получают ответы.
Впрочем, сообщения продолжают поступать и после эфира. С момента нашей первой прямой линии, в которой принял участие руководитель Минздрава Коми Игорь Владимирович Дягилев, прошла неделя, и мы видим крайнюю востребованность такого формата. Всего количество просмотров видео составило порядка 50 тысяч. Поступило более 300 сигналов, ответы на которые были даны в ходе прямой линии, а остальные были отработаны ЦУРом совместно со специалистами ведомства, а жители получили ответ благодаря системе инцидент-менеджмент. Все сигналы, поступившие на прямую линию руководителя службы Стройжилтехнадзора, также будут отработаны. А 16 марта на самые актуальные вопросы жителей Коми ответит Екатерина Грибкова, министр труда, занятости и социальной защиты республики. Ольга Коняева, телеканал Юрган.